Когда-то люди бережно хранили огонь, передавая его друг другу. Огонь жизни был дороже всего. Также передаются из поколения в поколение свет подвига. Этот свет помогает людям жить, преодолевать трудности, делает их духовно богаче, чище и благороднее. Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, страны и даже историю всей земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи и музыку. Главное же, о них помнят. И эта память не дает померкнуть далеким дням. Одним из таких событий стал подвиг детей, родителей, учителей, военных в роковых событиях города Беслана. Память об этом подвиге и ужасной трагедии должен сохранить каждый россиянин. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Я хочу, чтобы гордость была за страну, чтоб красивым был прожитый день, чтоб заснуть у хорошего чувства в плену, вспоминая хороших людей. Каждое время рождает своих героев, но равный подвиг во все времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека, гражданина, патриота, неиссякаемую верность долгу и традициям старших поколений.
непреклонную волю к победе, отвагу и мужество. Тем, кто шел на бой за правое дело, выстоял и победил. Тем, кто не пожалел своей жизни в борьбе с терроризмом. Тем, кто своим телом прикрывал детей. Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается наше мероприятие. Плачь, Родина, плачь! У тебя отняли детей, еще не имевших ничего, кроме будущего, ни в чем не виновных, беззащитных перед лицом ненависти. Нет слов, чтобы выразить скорбь и боль. Мы живем в трудное, неспокойное время. Террор, терроризм – это страшные слова. Это страшная проблема человечества. Кто дал им право нарушить покой мирных граждан? Женщин, стариков, детей. С каждым годом растет число и жестокость терактов. Терроризм – это страшное слово, это боль, отчаяние, страх. Терроризм – это гибель живого, это крики на детских губах, это смерть ни в чем не повинных стариков, женщин, детей. Это подлое, злое деяние озверевших, жестоких людей. Симфония разбитого стекла, тяжелый грохот рухнувшей конструкции. В моей стране объявлена война, не действует закона о презумпции. Нет, нет, случилось это не вчера. Второй десяток лет дома взлетают, не спят спокойно города и хутора. И завтра где рванет, никто не знает. И, к слову, терроризм – синоним смерть. Противным страхом заползает души, то полоснет по сердцу словно плеть, и вмиг от крика заложила уши. Буденновск и Каширское шоссе, Махачкала и улица Гурьянова, Беслан, мы вечно будем всех, Норд-Ост и взрыв метро боль окаянная. Террор кровавый по стране ползет, вернее нет, шагает победителем. А кто ответит, кто детей вернет, убитым горем навсегда родителям? Боль от потерь не стихнет никогда, и слов о скорби бесконечно мало. Россию убивают, господа, оружием российских арсеналов. Борьба с терроризмом – это борьба за жизнь, за счастье людей. Залогом успеха в этой борьбе должны стать дружба и единство всех людей, всех разных национальностей, культур и вероисповеданий, терпимость и солидарность. Терроризму нет, миру нужен солнце яркий свет, чтобы не проливалась кровь людей, чтобы не было погибших детей. Нет причины для смертей и слез. Взрослые, вы слышите? Это всерьез. Мы не устанем опять повторять. Вы не должны людей убивать, не на могилу носить нам цветы. Цветут они для мирной красоты. Горе в семью вынести не должны. Дружба и счастье людям нужны. Почему услышать нас не хотят? Мы повторить сможем 1000 раз. Нет терроризму, нет войне. Мы хотим жить в мирной стране. Однако события свидетельствуют о том, что наша цивилизация вновь оказалась перед угрозой тяжелых испытаний. В наш общий дом жителей Земли в новом обличье вторгается и нагло обустраивается зло, которое не признает государственных границ, попирает законы, морали и права. Имя этому злу – терроризм. Ребята, сегодняшний наш классный час мы посвятим выбору профессий. Будем говорить о ваших мечтах, кем вы хотите стать, на кого вы хотите быть похожими. Тема нашего урока – ваш идеал. Кто хочет ответить мне? Мадина? Мой идеал – Лева Бакерия. А кто это? Лева Бакерия – известный врач, профессор, главный сердечно-сосудистый хирург. Ему сейчас 81 год, и он до сих пор работает, делает операции на сердце. Я тоже хочу стать врачом-кардиологом, спасать жизни людей. Молодец, Мадина. Хорошая профессия. Желаю тебе, чтобы ты тоже стала таким же хорошим врачом-кардиологом. Кто еще расскажет? Вадим? Мой идеал – Хабиб Нурмагомедов. Он чемпион мира по борьбе. Он прославил Дагестан своими победами. Я тоже хочу быть таким же сильным и смелым. Да, ты прав.
Ведь ты занимаешься спортом. Желаю тебе, чтобы ты прославил нашу школу. Кто-нибудь еще хочет рассказать? Амина? Мой идеал – Сулейман Керимов. Он работает в правительстве России. Сулейман Керимов очень много чего сделал для нашей республики. У него свой благотворительный фонд, помогает всем, кто нуждается в помощи. Молодец. Ты права. Мне кажется, нет такого человека, кто бы не слышал про Сулеймана Керимова. Он очень много сделал для нашей медицины, для спортивного клуба «Анжи» и много еще другого. Молодец. Желаю тебе удачи. Есть еще желающие? Заур? Мой идеал – мой отец. Кто его отец? Расскажи про своего отца. Мой отец военный. Он служил во многих регионах нашей страны, побывал в горячих точках и даже спасал людей от боевиков. Мой отец награжден медалями. И его девиз, который он всегда повторяет мне: «Помни, сынок, великие слова. Есть такая профессия – родину защищать». После этих слов я тоже хочу защищать свою родину. Молодец, Заур. Твой папа настоящий герой. Защищать, охранять покой своего народа – это великая честь. Желаю тебе, чтобы ты тоже стал таким же хорошим военным. Батманов Зейнудин Лукманович родился 26 июня 1967 года в селе Икра Курахского района Республики Дагестан в семье рабочего. В 1973 году пошел в подготовительный класс Икринской средней школы. И в 1982 году, окончив 8 классов, поступил в Северокавказский лесной техникум, который окончил в феврале 1986 года. После окончания получил специальность техник лесного хозяйства. 5 мая 1986 года был принят на работу в качестве пожарного сторожа Касумкенского лесхоза. 25 мая 1986 года призван в ряды вооруженных сил СССР, где прослужил по июнь 1988 года. После службы продолжил работу пожарным сторожем в Касумкенском лесхозе. В марте 1991 года принят на работу лесником Касумкенского лесхоза. В 2001 году заочно поступил в Дагестанский государственный университет, биологический факультет, направление лесное хозяйство и ландшафтное строительство. С 1 января 2008 года по 1 января 2009 года работал лесником в государственном унитарном предприятии «Дербент-лес». В августе 1989 года женился на Мамедовой Джамиле Хамедовне, которая работает медсестрой Кипирской участковой больницы Курахского района. Имеет дочь Батманову Зарину, 1990 года рождения. Сыновья Батманов Кадыр, Магомед Салам, Магомед Тагир. Отец Зейнудина Лукмановича, Лукман Батманович, 1917 года рождения, участник Великой Отечественной войны, умер 9 мая 1995 года. Мать Батманова Султан Халум Азизовна была участницей тыла. Это случилось 15 мая 2015 года, около 17 часов дня. В тот день лесничий Зейнудин Батманов находился в лесу, занимался молодыми деревьями. В одно время он услышал плач ребенка и направился в сторону звука. Зейнудин увидел, как 6 вооруженных людей издеваются над молодой супружеской четой. Те стояли на коленях. Их ребенок лежал невдалеке на земле. Он сразу понял, в чем дело. Мужчине удалось уговорить их главаря освободить семью, мужа, жену и 4-месячную дочь, а сам вызвался заменить их. Ему велели вызвать начальника Курахского РОВД с нарядом. Они запланировали организовать им достойную встречу, а его обещали отпустить. Зейнудин ответил: «Как я потом людям в глаза смотреть буду? Лучше расстреляйте меня». Они насильно хотели заставить Зейнудина сделать этот звонок. Он напрочь отказался. Становиться героем, презревший страх. Пусть имя ваше звонкое звучит в веках. Пусть в мире нашем много бед, но помнить человечество. Такая есть профессия — любить свое отечество. В Курахском районе работал всегда. Смотрел он за лесом, в обход шел тогда. Но вдруг неожиданно плач услыхал. «Откуда тут дети?» — себе он сказал.
Пошел на плач, на траве груничок. На коленях родителей смотрят песок. Над ними бандиты с дулом в лицо. Узнал он селян, жили те далеко. Возьмите меня вместо них, я прошу. Те согласились, толкнули в траву. Звони полицейскому, приказали бандиты. Сюда пусть идет, и будем мы квиты. Устроим засаду, решили они. Получим награду, одобрят свои. Однако ответ был: своих не сдаем. Вмиг пули свистели, и был он сражен. Героя России не забудет народ. Ценой своей жизни он дал отворот. Что сможет сделать безоружный горец, хоть и бесстрашный, против 6 вооруженных бандитов? Его тело нашли с многочисленными гематомами. Бандиты выпустили в него 4 пули со словами: «Вы наши враги». В тот день, 15 мая, навстречу к смерти ты ушел. Тогда совсем еще не зная, что гордостью России станешь, героем будешь награжден. Свою работу выполняя, в лесу он проводил обход. И вдруг, услышав плач ребенка, помочь хотел, не знал исход. Будь проклят, жалкий Абу-Ясир. Из-под тишка он подошел, оружие к спине представил. Он дал понять, что час их всех теперь пришел. Но Зейнудин отважным был. Шакалов тех уговорил семью с младенцем отпустить, лишь одного его убить. А террористы приказали: ты будешь жить, сотрудничая с нами. Звони, наряд полиции зови. Скажи, что труп нашел в лесу. Звони скорей, я всех их жду. Батманов был решительно настроен, сказал свои последние слова. Как я взгляну в глаза народу, убейте лучше вы меня. В затылок пуля, не от тебя. Ушел из жизни достойно, герой России в сердцах у нас навсегда. Чтоб не жаловались на усталость и на выжатые литры пота, чтоб бандитов в лесах не оставалось. Братья, надо работать, работать. Геройски погиб дагестанец российский, оставив детишек в неполной семье, но многим в России он стал этим близким, и вечная память за подвиг тебе. Зейнудин Батманов был жизнерадостным, смелым горцем. Ему, награжденному в 1987 году медалью за отличие в воинской службе 2-й степени, было всего 48 лет. Зейнудин воспитывал дочь и 3 сыновей. Теперь они останутся на попечении хрупкой женщины и 90-летней свекрови, которая сама нуждается в постоянном уходе и поддержке. Герои Родины, как много этом смысла, и честь и храбрость в этих 2 словах. Героями нельзя стать слишком быстро, герой лишь тот, кому неведом страх. Всем тем, кто храбро воевал с врагами, кто мужествен, решителен и смел, кто совершил немало важных дел, присвоить можно звание героя. Есть мужество воззвание, не отобрать, не смыть. Такое есть призвание героем быть. Нам не забыть тех нелюдей, под маской дьявольского ухмыления, прикрывшись мерзостью идей свои, творивших преступления. Но ничему не помогает месть. Спаси, многоименный Бог, от мести. Пока еще живые дети есть, давайте не забудем слово вместе. Нам не забыть тех, кто не с нами, тех, кто погиб от руки палача. Будем стремиться жить только в мире и не допустим насилия и зла. Он начал свою трудовую деятельность с слесаря механизированного парка в Касумкенском лесхозе в 1986 году. С мая этого года по июнь 1988 года служил в рядах советской армии. В дальнейшем работал в лесхозе и в системе лесного хозяйства на различных должностях. Батманов Зейнудин Лукманович был отзывчивым, трудолюбивым, честным человеком, хорошим профессионалом, мастером своего дела, пользующимся заслуженным авторитетом и в селе, и районе. Он с уважением относился ко всем и всегда был готов помочь оказавшимся в беде. Батманов был хорошим семьянином, отцом 4 детей. И в нашем Отечестве есть имена, и помним их свято с любовью. Гордится их подвигом наша страна. Салют троекратный герою. Сегодня мы вспомним о вас и залп из орудий строим. Герои Отечества, вы без прикрас, и вечная память героям. Спасибо вам, герои нашего Отечества. Спасибо вам за все ваши победы.
Вы дали жизнь для человечества, забрали на себя все наши беды. Спасибо всем, кто не сломался, кто войны многие прошел. Спасибо тем, кто не сдался и к небу мирному привел. В этот памятный день мы опять помолчим. Вспомним тех, кто Россию прославил. Вспомним всех, кто подвиг свой совершил и оставил прекрасную память. В этот праздник примите поклон до земли, в знак глубокого к вам уважения. Молодые пусть будут похожи на вас, ну а вам больше счастья мгновений. Почтим память павших от рук террористов минутой молчания. Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. В бесстрашии атак спасли мы русский флаг, и дом родной, и наши песни. А коль придет беда, с тобою мы тогда отчизну заслоним, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Полки идут стеной, красиво держат строй, и вместе с нами вся Россия. И он, и ты, и я, армейская семья, и этим мы сильны, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Мы не можем изменить прошлое, не можем спасти жизни погибших, но мы можем помочь тем, кто сейчас в этом нуждается. Мы все сможем сплотиться для того, чтобы сказать «нет» террору. Давайте быть честными. Это относится к тем, кто допускает халатность в работе, приводящая к возможным жертвам. Давайте быть внимательными и заподозрив, что свертки на улице или в подъезде не мусор, звонить в полицию и не бояться этого. Давайте стараться сохранять мир. Пожалуйста, сегодня это прошло мимо нас, а завтра может коснуться. Будьте просто внимательны и осторожны. Будьте честны, будьте разумны. Мы справимся с терроризмом, потому что мы сильнее. За нами наша великая Родина.
судьбы людей. А главное, за нами правда. Нам нужен мир и созидательное начало. Hürmetli yoldaşlar, aziz balayar. Kaynağı ve tema ima terörizmi diz aksi tema. İsata ala vaktuda kızaf vaciblu vadız aksi akvazlık mozva temaya. İsata çaçir karikoda veri Дагустода конкурсар объявитун харджуреди чи район управления образования теклифтовди харджуреди конкурсар сочинение эссек химпотов шкилар ягун потовди во методический материалар хазрун потов харджуреди во чи шкодали и колахтиз фикир гузваде. Ха темада яз чина и классный час хон винол. Elbette terörizm ima zurba haldiz çi ganma zavalayo. Terörizm di saçuzni avatuş çi, saçuzni vatuş di, saçuzni vatuş isavo. Terörizm çaçizvu viriçkara başlamışlı neçuvat katsa kanehikti o kniги hişeyera Moskvada, Volgodonskda, Volgogradda
чи Дагусто Качунхи, да Каспийский, да Буйнакский, да Виричкара, Хилиханатани и Санри Чанар Телефхана. Има Чорук Валахел. Гил Сатмил Оисят Секихан, вот они чу Хамиша Охозник Мода Ислях Валхи Патолди. Но основной Чунаина Ламизуати Зайнудин Батмановос Бахшнова Меселая. Зайнудин Батманов ти Галар, чи Арада, чи Чоз Ислях Валхи Патолди, чи Аяла, чи Хазанар Хуй Патолди Вичи Чони Хаифатана Чадоз. Зайнудин Батманов Вичи Валахал Алла Вахтуда, Адасил Куне Эхтлатризябгана, Джахил Хазо, Вичи Кутармишна, Ама Вичи Чодлани Гил Хачуна. Хаихти Эхал Ивазумат Лезги Хо Радим Халиков. Радим Халиковни Вичи Чогаифтатана Эхал Вол Халурна, Вичи Ханва Вичи Буйрук, Хукумати, Военниос, هذا اللي زقودنا خير دوم. هلبت ساعة شاز إنه تخروا معركة قصادش تخروا زاز إنه تخروا كلاسنا ركوبات بريز أكسينا سيدالينا وسوتلانا عبد السليم ونديز شوف سوال وزغوزو خوي بيخشاد ساغوال خوي أقول قلار خوي شاز شي خالد شي أيالري صدرني Takura işte çoru kolakar, teröristler, terörizmi de halar aradol giza insanlar. Dünyada İslam ol kura, savol ekü ra kura, çöz jeda haberar hayır di bur kura, koy verido çanar sara. Thank you.